Летом 2007 года был создан патриотический клуб «Рамзан». И с тех пор на протяжении всего этого времени мы слышим о мероприятиях и акциях, которые они проводят и принимают активное участие. И сегодня мы вам расскажем о том, чем они занимаются и как протекает процесс их работы. Активисты патриотического клуба «Рамзан» всегда участвуют в различных акциях, но до определения своего выезда они проделывают огромную и сложную работу. Нужно все обсудить, принять предложение и только после этого утвердить то или иное мероприятие. И все очень лестно отзываются о ребятах-активистах. Каждый из них хочет хотя бы что-то сделать для своей страны. Патриотический клуб «Рамзан» – это один из лучших. И хотелось бы, чтобы наша молодежь равнялась на этот пример, чтобы они знали, для чего живут и ради чего живут. В патриотический клуб «Рамзан» ходят представители молодежи Чеченской Республики, состоящие в основном из учащихся учебных заведений республики, то есть школ и вузов. И спектр направлений их работы очень широк. Это идеологическая работа с молодежью, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и профилактические работы. Сами активисты очень серьезно подходят к своей работе, так как в основе их идеологии лежит патриотизм и любовь к родине. Для нас это не просто общественная деятельность, а работа, где мы себя проявляем, где мы можем показать, кто мы такие, где мы можем реализовать свои проекты, помогать людям, инвалидам и так далее. Членами клуба было проведено множество интересных и полезных мероприятий, которые развивают у молодежи интерес к образованию, искусству и спорту. Также они являются активными борцами против наркомании и алкоголизма. У них есть своя пресс-служба, начальники и районные отделения. Каждый день председатель патриотического клуба «Рамзан» проводит совещания с активистами, чтобы узнать результаты проделанной работы. Именно на него ложится весь груз ответственности. Основные направления главой указаны, и мы стараемся следовать его указаниям. Он сказал, задал направление, мы собираемся, думаем, что можно сделать, как можно сделать это мероприятие привлекательным для молодежи, как сделать его более интересным, чтобы молодой человек получил от этого пользу. Ребята всегда очень внимательно слушают председателя своего клуба и выполняют все задания, но и сами активно участвуют в тех или иных предложениях. И к каждому выезду очень серьезно подготавливаются, но и повеселиться не забывают. Рамзан, мы готовы на все! Рамзан, Рамзан, Рамзан! Как говорится, наша работа и опасна, и трудна. Насчет опасности не знаем, но легкой ее точно не назовешь. Ведь то, что они делают, это огромный труд, который приносит пользу обществу в целом. И сегодня нашей съемочной группе удалось побывать на одной из акций, которые они провели, направленную на поддержку и внимание детям с ограниченными возможностями. Как вы видите, эти ребята принимают самое активное участие в общественной и политической жизни нашей республики. Также организуют различные акции. И одна из них проходит сегодня в торгово-развлекательном центре Грозный-Сити. Ну а подробнее об этом расскажет моя коллега Аймани Исмаилова. И напомним вам, что с вами была Зарина Сусаева и Руслан Абазаев. Спасибо, Зарина. Как вы уже заметили, мы находимся в здании торгово-развлекательного центра Грозный-Сити. Здесь активисты патриотического клуба «Рамзан» организовали для детей с ограниченными возможностями бесплатный поход в кинотеатр. Сюда активисты патриотического клуба «Рамзан» привели детей с интерната для слепых и слабослышащих в общем количестве около 90 человек. Для них всех был организован бесплатный показ мультипликационного фильма, а также возможность поиграть на игровых автоматах. Потому что на этих детей оказывается меньше внимания нашего. Мы решили показать их проблему и показать им, что они наши граждане, что они нам нужны. Торгово-развлекательный центр Грозный-Сити выбран не случайно. Здесь можно с пользой провести время и хорошо развлечься. И поэтому активисты клуба «Рамзан» выбрали поход в кинотеатр. А мультфильм под названием «Рио» в свою очередь очень понравился детишкам, ведь такая возможность выпадает не каждый день. Мне очень понравилось мультик. Подобного рода акции проводятся благодаря главе региона Рамзану Кадырову, который всячески уделяет внимание детям, у которых проблемы со здоровьем, для того, чтобы они не чувствовали себя отчужденными и знали, что они граждане одной большой страны. Сегодняшняя акция далеко не последняя. Уже в ближайшее время активисты патриотического клуба «Рамзан» планируют привезти сюда детей-сирот, полусирот, а также детей погибших сотрудников правоохранительных органов. Аймани Исмаилова, Имран Абазаев, Зарина Сусаева. Специально для молодежных новостей.